Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались на торжественное мероприятие, посвященное выступлению детской и юношеской футбольной команды «Белшина» в 2018 году и награждению основного состава. Сегодня мы расскажем о проделанной работе в детском и юношеском молодежном направлении футбольного клуба, а также пройдем награждение основной команды «Белшина» по итогам сезона 2018 года, проведенных в первой лиге. Слово предоставляется начальнику команды Макаренко Александру Анатольевичу. Добрый день всем, дорогие гости, можно так назвать, нашу команду, ребят, футболистов, молодежь нашу. Родители, спасибо, что вы нашли время прийти на наше мероприятие. Генеральный директор извиняется немножко, потому что задерживается, там у него есть вопросы. Он обязательно появится и тоже скажет какие-то слова. Мы рады вас всех видеть. Я думаю, что эта встреча как бы так и по детскому футболу, и по основной команде должна быть какая-то каждый год. Будем стараться. Я думаю, что и ребята наши скажут так же, и молодежь наша. Ну, всем с наступающим Новым годом, здоровья в этом году, чтобы вы шли к своим целям, к удачам, чтобы каждый ту цель, которую перед собой поставил, выполнил ее. Ну, всем здоровья. В памятных наград приглашаем директора ОСП «Дюш» Белшина Александра Геннадьевича Боровского. Для награждения приглашаются футболисты команды 2008 года рождения, добившиеся наибольшего успеха в 2018 году под руководством тренера команды Лебина Константина Николаевича. Это Дмитрий Дегтяренко. Чуть побыстрее. Луцкович Андрей. Артем Дрозд. Года рождения, добившиеся наибольшего успеха в 2018 году под руководством тренеров Жемчугова Сергея Александровича, Никути Сергея Александровича. Это Бондарчук Дмитрий. Илья Володькин. Владислав Дрозд. Для награждения приглашаются футболисты команды «Белшина» 2006 года рождения, добившиеся наибольшего успеха в 2018 году под руководством тренера команды Бантикова Александра Васильевича. Это Максим Чижонов. Денис Тишкевич. Для награждения приглашаются футболисты команды «Белшина» 2005 года рождения, добившиеся наибольшего успеха в 2018 году под руководством тренера команды Жемчугова Сергея Александровича, Павловского Валерия Николаевича. Это Виталий Курильчик. Владислав Ковалев. Денис Кривняк.
команды Белшина 2004 года рождения, добившиеся наибольшего успеха в 2018 году под руководством тренеров команды Подольский Александр Владимирович, Самаровский Александр Станиславович. Это Кирилл Архипенко. Никита Шамар. Кантаев Андрей. Для награждения приглашается футболист команды Белшина 2003 года рождения, добившийся наибольшего успеха в 2018 году, Александр Матвеев. Кирилл Начина. Отдельно хотел бы поблагодарить покинувшего тренерского состава Мирончика Сергея Викторовича за проделанную работу с командой 2003 года рождения. Для награждения приглашаются футболисты команды Белшина 2002 года рождения, добившиеся наибольшего успеха в 2018 году. Под руководством тренера команды Микса Дмитрия Валерьевича. Никита Соколовский. Якбюев Мергарим. Как было отмечено ранее, задача Республиканского молодежного направления клуба подготовка наших воспитанников для основного состава. В связи с этим хотелось бы, чтобы тренер футбольного клуба Белшина Эдуард Владимирович Городовой дал несколько напутственных слов юным спортсменам, которые присутствуют сегодня здесь. Мы очень тесно общаемся с нашими детскими тренерами, и их работа уже сейчас дает результат. Это видно не то, что кто-то с нами тренируется, там ходит на тренировки, а именно есть люди, которые уже играют в основном составе нашей команды, играют очень плохо. Понятно, их немножко сейчас мало, хотелось бы побольше, чтобы их было, но я думаю, с каждым годом будет все больше и больше. Уже будет сидеть здесь на первом ряду много наших воспитанников. Мы так будем очень сильно аплодировать и получать совсем другие медали и первые лиги. А так хотел еще сказать, что все зависит от вас, от вашего любви к футболу, от вашего желания. Не важно, что кто-то сегодня, может, получил какие-то награды, но это детский футбол, кто-то сегодня лучше, кто-то завтра лучше, поэтому только стремление к результату и все. Не только играть в Белшине, а играть в Реале, в Барселоне, в Ювентусе, ну и так далее. Все, всех с праздником. Сегодня на нашем мероприятии присутствуют представители АВК, заместитель директора департамента по проведению соревнований, ведушка Сергей Дмитриевич и главный специалист Александр Александрович. Приглашаем к вручению бронзовых наград команде Белшина по итогам выступления первой лиги чемпионата страны 2018 года. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. От имени Ассоциации Белорусской Федерации футбола я хочу всех вас поздравить с завершением сезона, с заслуженными наградами, которые завоевали юные футболисты в различных возрастах, соревнованиях, лицензированиях. Ну а также поздравить футбольный клуб Белшина с бронзовыми медалями чемпионата Республики Беларусь и команд первой лиги. Я понимаю, что, так сказать, эти медали немножко, так сказать, с горчинкой. Задача, значит, стояла команде завоевать путевку в высшую лигу, но в этом году, наверное, не получилось. Значит, команды, которые оказались чуть выше, наверное, были немножко мастеровитые, немножко удачливые в отдельных играх. И вот сложилось, как сложилось. Но не надо, так сказать, терять надежды.
должна быть всегда цель стоять перед вами, юными футболистами, перед руководством клуба, перед футболистами основного состава. И я думаю, что в самое ближайшее время команда Белшина будет представлять ваш регион в высшей лиге белорусского футбола. А сейчас позвольте вручить дипломы и медали футболистам, тренерскому составу футбольной команды Белшина. Жертвы туда. Щеликович Дмитрий. Гомза Дмитрий. Пойду Дмитрий. Одни команды. Кротов Александр. Руслан Кабанцов. Илья Русский. Лучший Алексей. Кирилл Сидоренко. Опять Дмитрий Городобой. Дмитрий Турнин. Илья Мандалов. Кондратьев Сергей. Сейчас позвольте наградить тренерский состав. Так, тренер врач команды Цибуленко Сергей Анатольевич. Приглашаем Мазуркевича Сергея Григорьевича. Настроение. Так, мэтра вопросного футбола Макаренко Александр Анатольевич. Родовой, пожалуйста. Надо менять, да. Я думаю, что генеральному директору Виталию Александровичу вручит кто-то из ваших руководителей диплом и медаль. Ну, еще всех вас хочу поздравить с наступающим Новым годом. Здоровья, благополучия, финансовая достатка, чтобы травмы вас миновали, чтобы вы, так сказать, вышли на совсем другой уровень. Новобрусский футбол, он славен своими воспитанниками, славные традиции в Бобруйске. Поэтому вот хочется, чтобы футбол в Бобруйске возродился и представлял, так сказать, вашу землю на самом высоком уровне. Еще раз вас поздравляю. И основной диплом третьей степени вручается команде Белшина Бобруйск. Занявший третье место. Да, капитан команды кто-то.
Спасибо за награждение. На этом официальная часть завершена. Будем рады вас видеть и приглашаем всех для группового фото с командой. Спасибо всем и с новым наступающим годом!